Всего в турнире приняли участие 18 спортсменов от Ингушетии. Юные представители нашего региона после упорной борьбы, продемонстрировав высокий уровень технической и физической подготовки, смогли выбиться и завоевать 6 первых мест, 3 вторых и столько же третьих. Соревнования проходили 2 дня до финала. В финале проходили уже на второй день. И мы там дрались, и большинство наших ребят выиграло. И на второй день мы финал тоже выиграли. Соревнования была очень хорошая, конкуренция была, были очень хорошие ребята, были очень хорошие соперники. Но по воле Всевышнего нам удалось выиграть на данном турнире. Хороший результат удалось продемонстрировать благодаря долгим тренировкам. Для Магомеда Наврузова это единоборство было очередной возможностью проверить свои силы. После долгой борьбы 16-летний парень смог добиться желаемого результата. 2 недели было на подготовке, готовился очень хорошо, тренеры меня очень хорошо подготовили к этому турниру. Все было на высшем уровне. Среди участников смог выделиться и Мухаммад Евлоев. Парень тренируется в спортивном клубе «Гладиатор» 4 года. Говорит, что боролся хорошо, старался не уступать сопернику до последней минуты, благодаря чему и завоевал первое место. سلا تيك شغلة ناسيونال جو تيك سينوار زاد خالها تيك بويجا خالتاش شغلة يبيسن شغلة إيران داج فينال شان تيك كورتان تبيش أخذ ده كورت وقتير سبينك شغبر مباراه سبينك تيك بير مختيج أخذ تبلاستيك. Комплексное единоборство состоялось в рамках Всероссийской юношеской игры боевых искусств. Это ежегодное спортивное мероприятие, которое проводится в соответствии с единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России. Ежегодно участниками комплексных соревнований становятся около 5000 юных спортсменов из более чем 70 регионов России, в том числе и Ингушетии. Ребята уже опытные, выступали пока как на уровне республики, на отборочных соревнованиях, выступали в Северокавказском федеральном округе на окружном чемпионате. И некоторые из них уже участвовали в первенстве России. Поэтому вхождение в дисциплину в КАЕ это было не впервые, и опыт помогал в этом отношении, ну и уровень подготовки. Поэтому наш прогноз относительно занятых уже по факту мест, первых, вторых и третьих, в принципе, оправдался. Меньше чем через месяц ребят ожидает юбилейный международный турнир, который также пройдет за пределами республики. Поэтому пока наши победители не расслабляются. Ведь каждое соревнование – это еще одна возможность стать настоящим профессионалом своего дела. Малика Измайлова, Асхаб Белакиев, Новости 24.